дорогие друзья. Сейчас в нашем бренде, это бренд нашей Якутии, это, конечно, строганина. Почему именно у нас самое вкусное? Потому что у нас рыба готовится при отрицательных температурах. То есть, получается, есть термические обработки плюсовые, когда в духовке мы готовим, а у нас в Якутии, получается, у нас сама готовится. Так что у нас плюсы зимы тоже очень огромные, и мы его полностью используем. То есть у нас на вечной мерзлоте хранится, раньше хранилась, получается, только питьевая вода, то есть ее не добываем, а потом мы хранили его в гусе. Ну, это подвал называется, да? Ну, подвал понятие тоже такое, но в Якутии у нас это священное место, где хранится и мясо, и лед, который мы пьем также летом. Вот, а мой отец, Василий Николаевич Глазов, когда создал чистый комплекс, он в Угусе сделал, сохранил ледовые скульптуры, которые были первые в России. Вот, комплекс ледовых скульптур, и он сохранил его 10 лет. И насчет этой идеи, вот, царство вечной мерзлоты есть. И в прошлом году мы открыли вместе со вкусом Якутии, вот, и агентством по туризму, Министерство предпринимательства, вот, центр арктической строганины. И то есть мы используем полностью вечную мерзлоту. Мы готовим на льду, а и рыба, получается, сама тоже готовится. Но на этот раз передовые технологии тоже не стоят на месте. Мы сегодня попробуем осеннюю рыбу. Это называется шоковая заморозка. Чукурдак, река Сибирка, и водятся у нас такие хорошие рыбы. Да? Один из самых основных хороших рыб это чир. В чире получается то, что баланс жира и мяса идеален. Муксум пресноват. Вот. Омуль опасен иногда. Вот. Лельма слишком жирная. То есть там температуру надо угадать. Если мы температуру угадали, то нормально будет, да? Потом как выбирать рыбу, да? Смотрим в глаза. Глаза есть, это хорошо. Почему я сказал, глаза есть хорошо? Потому что на севере тоже, то есть от населенного пункта 200-300 километров и там рыбачит. То есть не то, что пошел 10 метров, там поймал ленту, такого нету. И поэтому там природные явления и так далее, и рыба может умереть в сети. Поэтому мы смотрим в глаза, есть хорошо. Улыбается, это вообще супер. Вот. А теперь смотрим, жирная, нежирная рыба, да? Смотрим хвост. Хвост, если похож на меня, то нормально пойдет. Вот. Так, начнем. Про соуса еще не рассказал. Соуса, тут, получается, сделал такие вещи, да? Хрен, который растет в любом дворе. Листья хрена, горчица, растительное масло, чесночок и кедровый орех. И все это перемешано, и она получается баба. То есть никаких васаби, соевых соусов, импортозамещаемых. Соль якутская, кемпиндайская. Тут получается брусника осенняя, высушенная, плюс розмарин арктический, это получается да, пускай так будет. Чедрец и перец черный. Так что пробуйте. А мы начнем стрелять. Николай Васильевич, чем вы строгаете истинно якутскую рыбу?
совсем забыл. Чем самое главное, да, строгатина якутская, почему она вкусная? Потому что она строгается ножом. Не слайсером, не каким-то кухонным ножом. А этот нож у нас получается один из самых первобытных ножей в мире. То есть, когда человек, homo sapiens, взял кость, нашел кость возле реки или моря и поточил с одной стороны камень. И получился нож. Вот эту же технологию и все оставили у нас до нынешних дней. А здесь оставили вот от кости, чтобы кость, как структура костяшка смотрелась. И у нас, получается, якутские ножи, они делаются вручную. То есть, когда некоторые в Москве, там, в центральной России есть станки работают, а в Якутии все делается вручную. То есть, получается, купив нож, у вас будет только свой нож. И такого нигде в мире нет. Вот. А без ножа у нас вообще никто и на природу не выйдет. И плюс к тому, то, что капа береза, она не тонет. Все равно будет. А пока Николай Васильевич начинает подготовку к строганию, перед вами к строганию. Также у нас в Якутии принято подавать водочку. Российский национальный напиток. Производство ФАПК Якутия. На спирте Альфа собственный завод. Экологически чистый национальный продукт, который является мясопродуктом. Опционально, не обязательно, добровольно. Предлагаем. Предлагаю также, пока вот Николай строгает, обратите внимание на экран, включите, пожалуйста, ролик. Пока Николай Васильевич подготавливает трубу, избавляет от шкуры, точнее не шкуры, а чешуи тоже. А у нас видео немножко заключилось, еще раз можно повторить. Павел? Николай, скажи, пожалуйста, вот в чем отличие рыбы, да, как можно определить, что это чир, он, вот это расскажи, потому что не каждый разбирается на самом деле. Ну, семейство одна и та же, но седой, получается то, что по структуре, да, по вкусу тоже она различается. А муксун горбатый у чира вот так идет. А лепа как щука, но не щука. Господа, семейство сикровых является подсемейством, подвидом семейства лососевого. Это получается та же самая красная рыба, но в белом цвете, в арктическом исполнении, более жирная, соответственно, более вкусная и сочная. Вы посмотрели, как филигранно Николай Васильевич избавился от чешуи. Почему мы никуда не выкидаем, правильно? Да. Еще раз покажите, пожалуйста, на втором боку. Николай Васильевич делает специальный Получается, что это блюдо коренных народов, которые деревеньки, эвены, случаи. И получается, когда они на охоте, то есть разжигать огонь все в это же время, а их надо идти определенные километражи, да? И в это время они ловят рыбу, взяли, быстренько, ну, не на землю же клали. И они же клали прям на шкуру, да? А в современном варианте получается такая штука, когда тарелка комнатной температуры где-то 23-24 градуса. И если мы эту рыбу положим на тарелку, она быстро растает. А если мы положим, то она дольше. Сейчас
Вот когда мы проводили фестиваль «Вкуси-Кути», многие удивлялись, сколько много разных техник, да, приготовления, когда проводили отпуск строганины. Оказывается, наши народы все по-разному устраивают рыбу. Есть в виде стружки, да, есть также в виде елочки строгают, и у всех своя техника. И подача у всех своя тоже. Оригинально сейчас стала подавать на ледовых тарелках. Кто не видел эту красоту, когда прямо ледяная чаша, украшенная, и подается там на ледяной тарелке с строганином. Помимо этого, Николай Васильевич скромно промолчал про то, что он является также автором вирусного видео, которое у нас в прошлом году распространилось во всех соцсетях. Николай Васильевич готовил томбер, то есть замороженные печень жиротелины прямо на льду. Тонкого. У нас вообще строганина, да, разнообразия много. Мы делаем также из рыбы строганину, многие знают. Также мы нарезаем нашу жильбятину, едим сырой. И также у нас еще и печень, тоже едим сырой. Тоже все витамины. Это натуральные микро-макро элементы, которые полезны для здоровья. За здоровое питание, за экологические продукты, вот основной посыл, над которым работают наши шефы. Да? Приятно видеть, всем досталось. Рыба, ребят. Как вы видите нашу страну? И наши фотографы, чтобы успели сфотографировать. Рыба на ваших тарелках любезно предоставлена СКПК «Экосевер». Руководителем является Васильев Артем Леонидович. Ребята имеют собственные квоты по добыче рыбы разных видов, в том числе и белой, которые вам предоставлены. Как мы знаем, добыча северной рыбы является очень трудоемким и капиталоемким трудом. Но благодаря поддержке правительства Республики Саха-Якутия, государственных государств, которые имеют шоковую заморозку и систему хранения, у нас за последние 3 года рыба начинает быть доступной уже в середине сентября до выкапывания картошки. И сейчас корабли Магдебург, Мальчиков и Чайка также пришли, и северная свежая рыба уже доступна в продаже для горожан, и в том числе на ярмарке продовольствия, которые идет в течение 10 дней, вплоть до сегодняшнего воскресенья. Смотрим. Уникальная возможность право сфотографироваться с шефом Николаем Атласовым возле только что разделанной строганины якутского вчера рядом с якутским ножом. Ну что, давайте бурными аплодисментами поблагодарим Николая Атласова за прекрасную демонстрацию наших класс строганина. Остановок